Добрый вечер. Как всегда, по вторникам мы встречаемся с вами, уважаемые телезрители, в студии Сибайского телевидения в программе «Крупным планом». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Алина Полянская. И сегодня гость нашей студии – главный специалист Центра занятости населения города Сибай Нургалина Рита Римовна. Добрый вечер, Рита Римовна. Ну, вообще, честно говоря, встреча такая долгожданная. Почему? Потому что в такой непростой экономической ситуации вопрос безработицы, работы, нехватки рабочих мест и нехватки работы для населения довольно острый. Вот для начала хотелось бы услышать немного статистики по состоянию безработицы на сегодняшний день. Вот каково состояние? Ну, на сегодняшний день, на 1 декабря, на учете в Центре занятости населения состоит у нас 354 безработных граждан. На 2014 год состояло 219 граждан. Это намного, на 130 человек больше, чем с предыдущим годом. По сравнению с предыдущим. Да. А если все-таки сравнивать, понятно, 2014-2015 год, 100 с лишним человек прирост безработных. А если сравнивать 2013 и 2014? Но по сравнению с 2013-2014 годом, конечно, там цифра не так уж и выросла, на одном уровне. На одном уровне. Да, То есть, в принципе, в последнее время можно уже говорить прямо об ощутимом росте количества безработных. В этом году, да, ощутимо это. А проводили ли вы какие-то исследования насчет того, с чем связан такой рост безработицы? Но рост безработицы в этом году связан в основном, конечно, это с кризисом в стране у нас. И, конечно же, предприятия, организации города сокращают численность безработных граждан, численность рабочих кадров. Численность рабочих. И по сокращению, по ликвидации то же самое. А вот больше всего откуда идет приток безработных? Из какой сферы? На сегодняшний день это Башкирская шахтопроходческое управление БШПУ, наш комбинат, Сучелинского ГОКа, Сибайский филиал тоже потихоньку идут. И которая большая организация, это у нас Башинформсвязь, тоже сокращение очень ощутимо. Несмотря на то, что развиваются цифровые технологии, все-таки там сокращается? Там, да, сокращение тоже в этом году. Штата. Друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 514-94 и 514-95. Это телефон нашей редакции, они уже активированы. Вы можете задавать свои вопросы и будьте уверены, они обязательно прозвучат. Какие вот программы, понятно, человек потерял работу, ничего хорошего в этом нет. Особенно если он достаточно долгое время работал по своей профессии, по своей специальности, но в условиях города он не может найти применение себе как специалисту. Ему приходится что делать? Переучиваться. Да? Какие программы предусмотрены вот в Центре занятости населения в плане переобучения? Имеется у нас программа переподготовка, переквалификации безработных граждан. Обучаем мы именно безработных граждан, которые состоят у нас на учении. Обучение у нас бесплатно. В основном обучаем на рабочие специальности. Это мужчин на электрогазосварщиков, плотников обучаем. Также на слесарей можно обучать. Женщин обучаем на 1С бухгалтерия, 1С торговля и операторы ВМ. Но на повара, на парикмахеров тоже обучаем. А почему вот выбор обусловлен именно этими профессиями? Это исходя из каких-то требований рынка или что? Да, на сегодняшний день на рынке востребованы в основном рабочие специальности. Из-за этого вот больше, конечно, И насколько успешна эта программа переобучения? Понятно, вы переобучили человека. Дальше он трудоустраивается все-таки? Вы как-то прослеживаете судьбу подопечных своих? Конечно. Они, получается, если мы их направляем на учебу, они снимаются уже с учета. На период обучения им назначается стипендия. Размер этого зависит, конечно, от среднемесячной заработной платы стипендии. И после обучения мы уже с ними держим связь. Звоним, уточняем, трудоустроились они или не трудоустроились. Если они трудоустроились, они нам предоставляют приказ о приеме на работу. Если не трудоустроились, то мы уже приглашаем к себе. И уже какие вакансии у нас имеются на сегодняшний день, то по этим вакансиям уже пытаемся их трудоустроить. Вот вы, как главный специалист, можете сказать, вообще успешно это или нет? Я понимаю, что человек готов, наверное, на все, да, чтобы найти средства к существованию посредством работы.
Ну вот вы считаете, переобучиться это эффективно? Конечно, эффективно. То есть вы вот какую-то статистику определенно ведете, да? Да, конечно. Хорошо, на вашей памяти самые необычные, ну там, я не знаю, может быть, шахтер на швею переобучился или на повара. Были такие случаи? Были такие случаи, но был такой случай, преподаватели мы обучали на поваров, на парикмахеров. Обучались они, и после этого трудоустраивались по этой специальности, на кого переобучились. Если у вас можно обучиться, переобучиться на того же самого парикмахера, то есть это, в принципе, возможность открыть свое частное дело? Да, многие так открывались после переобучения именно от нас. И на сегодняшний день они работают. Ну вот вы предлагаете, вы можете, вот приходит к вам человек, и вы ему предлагаете, вы можете перепрофилироваться вот на таком, такого специалиста. Какие из этих вот специальностей самые востребованные к переобучению среди населения? На кого больше всего переобучаются? В основном на 1С. На 1С бухгалтерия, 1С торговля, потому что у нас, сами видите, везде в магазинах уже кассы, везде 1С установлены, и 1С бухгалтерия тоже у нас каждым годом все обновляется. Из-за этого вот эти вот более востребованы на сегодняшний день. Друзья, еще раз хочу напомнить, 51494 и 51495, наши телефоны активированы, задавайте свои вопросы. Относительно женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Хорошо, если женщина ушла в декрет и в отпуск по уходу за ребенком с предприятия, ей выплачивается все-таки пособие этим предприятиям в том числе, да, там оно повыше, чем у безработной женщины, которая обзавелась потомством только-только, да. Для вот таких женщин, учитывая их сложные условия, они же не могут бросать детей там надолго, обучаться целыми днями, сидеть. Есть ли какие-то программы для вот таких женщин? Да, для этого у нас предусмотрена программа тоже переподготовка, переквалификация женщин, находящихся в декретном отпуске до 3 лет, которые от организации ушли в декретный отпуск. Мы их переквалифицируем, переобучаем. Для этого они должны у нас зарегистрироваться в Центре занятости населения. У них должна быть обязательно прописка сибайская. И направляем уже на повышение квалификации. Вот имеется в виду, организация нам предоставляет вакансии. Они, например, работают там отделом кадров, и их хотят, например, на другую специальность. В этом случае вот мы на эту специальность этих женщин переобучаем. Это вот именно те, кто является безработными на момент рождения ребенка. Еще один такой немаловажный вопрос – это трудоустройство выпускников. Я думаю, что старшее поколение помнит, когда было распределение из институтов и университетов. Вы едете строить Байкало-Амурскую магистраль, вы поднимать целину, вы обучать детишек в школе в деревнях. Сейчас такого нет. И вопрос трудоустройства выпускника – это его, собственно, головная боль, его родителей, там, близких, родных. И здесь человек попадает, получивший высшее образование, в замкнутый круг. Он не может устроиться на работу, потому что туда требуются люди с опытом работы, и, с другой стороны, он не может получить этот опыт работы, потому что не может трудоустроиться. Вот по кругу они и ходят. Есть ли такой, это, наверное, даже не тандем, а триумвират, работодатель, Центр занятости населения, выпускник? Работает ли он? Есть ли вот эта взаимосвязь, когда вузы вам подают заявки, вы уже конкретно с вузами сотрудничаете и вот их как-то связываете? Для этого у нас имеется программа стажировка выпускников. В этом случае мы выпускников направляем на стажировку. С работодателем заключается договор на стажировку. И в течение года выпускник после выпуска имеет право к нам обращаться с паспортом, с дипломом по образованию, неважно, начальное, среднее или высшее образование. С паспортом, с дипломом они к нам подходят. По его специальности мы уже направляем в организацию на собеседование к работодателю. Выпускник уже с работодателем, они уже беседуют сами, если выпускник согласен, если работодатель согласен принять этого выпускника на стажировку. В этом случае мы уже направляем выпускника на стажировку официально. Во время этой стажировки выпускник получает зарплату или он получает какое-то пособие от Центра занятости? Получает
получает зарплата, минимальный размер оплаты труда по Ему выплачивает Российской предприятие? Федерации. Нет, эти затраты полностью Центр занятости оплачивает. В месяц выпускник получает 5965 рублей. На данный момент? Да, на данный момент. Работодатель с выпускником обязательно заключает срочный трудовой договор, трудовую книжку оформляет, ну, официальное трудоустройство полностью идет. В период стажировки выпускник уже получает опыт работы, приобретает и, конечно же, уже показывает себя. Но здесь, да, все зависит уже от самого выпускника, как он себя покажет. Да, да. Вот поскольку это у вас действует, насколько это эффективно? Ну, может быть, это 80% трудоустройства дальнейшее, или все-таки, ну, я вполне могу допустить такое, когда организация, ну, во-первых, организация не несет затрат по оплате труда этого человека, да. а он все-таки определенный объем работы выполняет. Бывает ли такое, что вот раз за разом набирают выпускников, там, полгода постажировался, не подошел, следующий? Но, Или все-таки это вот эффективный такой метод, когда они, те же самые выпускники, все-таки обретают свое рабочее место в этой организации? Ну, как сказать, можно сказать 50 на 50. Большинство, конечно, руководителей оставляют у себя на стажировку, а некоторые, конечно, стажеры уже, если сами где-то самостоятельно находят работу, они уже сами увольняются, оттуда уходят. В Сибае довольно много среднеспециальных учебных заведений, есть и высшие учебные заведения. Из каких колледжей все-таки к вам больше обращаются вот именно по поводу стажировки? В основном это, конечно, Сибайский колледж строительства и сервиса, там в основном строительные у нас специальности. По строительным специальностям мы их трудоустраиваем в жилстрой, в строительную организацию. С высших учебных заведений тоже подходят у нас экономисты, бухгалтера, менеджеры. И, конечно же, Сибайский многопрофильный колледж тоже потихоньку подходит. Довольно Но в много. основном, да, большая масса, это, конечно, Сибайский колледж строительства и сервиса. Хорошо. Тут вот к нам поступают вопросы. 51494 и 51495 – это наши телефоны. Задавайте свои вопросы. От Алены Анатольевны. Жила в поселке Старый Сибай. 1,5 года назад купила жилплощадь. Живу и прописана в городе Сибай. По какой причине меня не ставят на учет по безработице в Сибайский центр занятости населения? Говорят, езжайте и вставайте на учет в Баймак. Почему? Ну, может, когда она подходила, у нее была старосибайская прописка, а если у безработного гражданина именно прописка в Сибае, то в этом случае они уже подходят к нам с паспортом, с трудовой книжкой, с документами об образовании на консультацию, и в этом случае мы уже с ними беседуем, регистрируем в поисках работы. Если мы не сможем этого гражданина трудоустроить, в этом случае мы уже присваиваем статус безработного и назначаем пособие. Ну, я думаю, что здесь вот адрес. Что вот мы конкретно Алене Анатольевне ответим? Алена Анатольевна, подходите в любое время, в каждый день. Мы работаем с 8 до полшестого, с 1:30 до 2 у нас обед, со всеми этими документами, и мы уже с вами побеседуем. Вот вы как раз сказали о том, что сначала человек к вам приходит со всеми документами и прочим, и прочим. Когда он признается безработным? Сразу же, как ставится на учет по безработице, или должно какое-то время пройти? Когда ему начинает назначаться пособие? Но в любом случае наша главная задача – это, конечно, трудоустроить безработного человека. Но если мы уже не сможем, у нас уже никаких вариантов не остается, никаких уже, полностью мы уже отработали с человеком, в этом случае мы уже регистрируем человека как ищущего работника. В течение 10 дней мы работаем с безработным гражданином, и уже после этого в течение 10 дней решается вопрос о постановке на учет. Постановка на учет, как сказать, признаем безработным с первого дня регистрации. То есть, если сказать проще, вот я потеряла работу, я к вам пришла, говорю, все, я работу потеряла, нигде меня не берут. Вы сначала мне несколько мест предложите, я туда схожу, везде мне откажут, например, я прихожу, говорю, ну, отказывают, не берут меня.
тогда вы меня ставите на учет? Да, в этом случае мы вас уже регистрируем. В течение 10 дней также, но в течение 10 дней также работаем с вами полностью, все услуги, которые у нас есть, все предлагаем. И в день регистрации, со дня регистрации уже присваивается статус. И назначается пособие. И назначается пособие. Какого размера сейчас пособие по безработице? Минимальный размер пособия на сегодняшний день 977 рублей 50 копеек составляет, максимальный размер пособия 5635 рублей. Исходя из чего минимальный, максимальный назначается? Минимальный размер пособия назначается в том случае, если, конечно, у вас уже идет длительный перерыв стажа работы, более года, если вы не работаете, к нам обращаетесь, в этом случае назначается минимальный размер пособия. Если у вас увольнение по статье идет, это прогул или за ну, то есть, если вы не по собственному желанию да, и не по сокращены. собственному, по сокращению, да, если у вас увольнение идет, в этом случае назначается минимальный размер пособия. Максимальный размер пособия назначается в том случае, если у вас в году есть 26 рабочих недель и более, в этом случае уже назначается максимальный размер пособия, но максимальный размер пособия, конечно, зависит тоже от среднемесячной заработной платы вашей. На прошлый месяц? Да, на предыдущей работе, да, последнее место работы, конечно. Угу. Ну хорошо, вы меня поставили на учет. Сначала предложили переобучиться, да, если я откажусь, что, вы все равно будете мне искать работу, или вы все-таки будете настоятельно рекомендовать переобучиться? Ну, нет, почему? Это, конечно, от желания безработных все зависит, но заставлять мы их, конечно, не можем. Это уже безработные граждане. Мы им предлагаем полностью эти все услуги, которые есть. Отказываются, так отказываются. Уже мы как-то их не можем. Ну хорошо, назначили мне пособие. Я дальше что? Вы со мной созваниваетесь? Или я должна ходить там раз в 2 дня куда-то отмечаться у вас? Какая дальше работа? Если вы встали к нам на учет, в течение месяца вы 2 раза должны к нам отмечаться, ходить. Это каждые 2 недели. Наши инспектора сами назначают уже дату. Если, например, в течение месяца для вас появляется какая-то подходящая работа, в этом случае мы можем вызвать вас по телефону в любой день и направить уже на собеседование к работодателю. Как долго это пособие выплачивается? На учет ставим мы на полгода, на 6 месяцев и на 12 месяцев, на год. То есть в любом случае, если за год ни вы не подобрали, ни я не нашла работу, через год я это пособие теряю? Да, через год это пособие уже все. Еще один вопрос. Муж потерял работу, обратился в Центр занятости населения. Ему сказали, мы вас на учет ставить не будем, дадим вакансии, ищите сами. Мужу больше 40 лет. Объясните, пожалуйста, жду ответа. Без подписи, к сожалению. Ну, здесь, наверное, надо адресно разбираться, да? Ну, это надо будет, конечно, чтобы ваш муж подошел к нам уже со всеми документами, паспорт трудовой, как я говорила уже. Да вообще вот эта вот работа, она в чем заключается? То есть вы даете человеку, вот смотрите, вот сюда, сюда, сюда нужно, давайте, идите это. Или вы звоните там, как-то их связываете, что? Если безработный гражданин, когда к нам обращается, у нас есть банк вакансий, именно наша база получается, мы уже полностью беседуем с безработным гражданином по его навыкам, по трудовой книжке, по образованию, все это мы полностью предусматриваем. И по базе вакансий, полностью все эти вакансии мы смотрим, какие для него подходящие, какие нет. И по этим вакансиям уже мы выдаем официальное направление, и с этим официальным направлением преимущество перед другим, который просто с улицы пришел на предприятие. В первую очередь, само предприятие рассматривает заявки. Ну, вот пришли к ним двое. Один из центра занятости, а второй просто с улицы, на одну и ту же должность. Кому будет приоритет? Учитывая, что у них там одинаковый опыт работы, стаж. Ну, больше, конечно, если с нашим направлением идут, потому что мы этих людей уже работодателями, мы созваниваемся насчет этого человека, мы уже полностью объясняем, разъясняем и потом направляем уже на собеседование.
Еще один вопрос. Сколько новых рабочих мест появилось в нашем городе за последние несколько лет в связи с работой новых предприятий, таких как «Элеватор», Леспром и МКК? Ну, не МКК, а... Сибайский завод буровых реагентов. Да, реагентов. Так, рабочих мест появилось. Ну, как все знаете, на сегодняшний день у нас функционирует Сибайский завод буровых реагентов. Это где МКК здание было, там они сейчас открылись. Там рабочие кадры на сегодняшний день требуются по таким специальностям, как механики, инженеры, лаборанты химического анализа, по таким специальностям. Но в Сибайский элеватор требуются жестянщики, тоже на сегодняшний день вакансии у них имеются. Жестянщики, мастера, ну и грузчики на сегодняшний день тоже имеются. Ну, если говорить о рабочих местах, вот сейчас кризис, безработица растет, как вы можете прокомментировать тот факт, что вот, ну, и в средствах массовой информации, и посредством наших информационных выпусков из уст властей города звучало, что в этом году было создано 400 рабочих мест? Не в конкретном предприятии, а вообще по городу в целом 400 рабочих мест новых было создано, а работы для населения нет. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, я думаю, я не знаю, может быть, это лень человеческая или длинный рубль все-таки ищут? Но многие организации, конечно, принимают и без нас. Об этом иногда мы даже не знаем, потому что не все организации отчитываются нам, не подают вакансии. Это в основном, конечно, индивидуальные предприниматели, наши частные вот эти вот организации, которые идут. В основном продавцов принимают, вот эти вот гипермаркеты открываются. Мы тоже иногда вот не в курсе остаемся этих событий. И в связи с этим вот происходит вот это вот все полностью. Они без нас принимают, и мы даже не можем от них дождаться вакансий, и из-за этого люди даже не в курсе остаются. Нам даже некуда иногда бывает безработных граждан направить на работу. Скажите, вот на данный момент, поскольку организации подают вам заявки, нам нужен тот-то, то-то, то-то, в каких специалистов, в какой сфере наибольший голод испытывают сейчас предприятия и организации? Вот больше всего кого сейчас в Сибае ищут, хотят на работу? Больше всего, конечно, у нас центральная городская больница. На сегодняшний день у них 69 вакантных рабочих мест. Это в основном врачи-стоматологи, То есть это получается тоже высший состав, не младший персонал? Нет, именно высший состав. Угу. А строительная или какая-то? Ну, строительная в основном, конечно, там инженеров тоже нехватка у нас, по этим организациям тоже нехватка. УГОК, БШБУ тоже самое. То есть это ИТР? Сибайский, да, завод технический. Да. Я так понимаю, что эта информация будет полезна для тех, кто сейчас или в этом году закончил, или в прошлом году заканчивает в этом, либо закончил в прошлом школу, чтобы выбрать свою профессию. Ну, конечно, да. И вот, насколько я знаю, вот эта вот потребность в медицинских работниках, она довольно давно. Как долго сохраняется? Ну, этот вопрос уже у нас около, можно сказать, даже 2 лет продолжается. В основном именно по больнице у нас выпускается в основном со среднеспециальным образованием. То есть медицинский колледж не способен удовлетворить запрос Центральной городской больницы? Да, лучше, конечно, выпускникам дальше продвигаться, дальше обучаться на враче и потом уже трудоустраиваться. Еще такой вопрос. Сейчас очень многие уезжают работать на вахту. Есть и объявления, и в газете, и по радио, везде. Требуются рабочие вахтовым методом туда-то, в разные. И параллельно в соцсетях, в том же известном паблике «Подслушано Сибай», да, часто звучит информация о том, что вот туда не ездите, не обращайтесь, там обманывают, говоря простым жаргонным языком, кидают, либо не выплачивают зарплату, либо обещают и жилье, и проезд, и проживание, и питание, но на месте там комнатушка, барак, ничего приличного.
вот организации, которые ищут работников вахтовым методом, связываются с вами? Есть ли такие в вашей базе? В нашей базе имеется, конечно, вахтовым методом вакансии, но нам присылает именно это город Уфа по таким вакансиям. Оргнабор это у нас называется, именно Министерство труда. Мы как бы для информации... В общем порядке ну, то есть вы всем, так скажем, ищущим работам, да, соискателям, всем соискателям предлагаете в общем порядке. Вот нужно в больницу, нужно там, в шахту, нужно вот вахтой. А ведете ли вы какую-то проверку, какой-то мониторинг этих компаний и фирм? Есть ли вот такое в вашей юрисдикции? По таким этим нет у нас. То есть, в принципе, если человек обратился в Центр занятости населения, и вы ему предложили работу вахтовым методом, поскольку и такая вакансия в вашей базе есть, он все-таки не застрахован от мошенников? Ну, получается так, потому что А вы ведете вы какой-то, ну, вы же все равно, наверное, должны какую-то статистику, мониторинг вести. Приходят ли такие люди, вот, ну, если их обманули, они вам сообщают, что вот эта организация, ну, есть у вас своеобразный черный список? Такого не было, не обращались даже. Вот я вам рекомендую завести такой черный список, чтобы людей, конечно, да, мне кажется, это будет эффективнее и будет меньше обиженных. Потому что все-таки у населения складывается такое, ну, мнение, не мнение, это, наверное, стереотип, что если я иду в государственный орган, а Центр занятости населения это государственный орган, да, по трудоустройству, здесь есть какие-то гарантии. А здесь, получается, Центр занятости населения посредник между соискателем и там, большим количеством организаций, которым требуются работники. То есть проверки этих организаций вы не ведете? Но мы ведем проверки именно по городу Сибаю. У нас вот именно То есть в идет Сибае работа вы, по Сибаю. вы знаете относительно каждого предпринимателя, насколько он чистоплотен по части трудоустройства граждан? Да, вот с кем мы работаем, кто нам ежемесячно отчитывается, по этим организациям мы информацию у себя знаем. Ну что ж, спасибо большое за развернутые ответы. Увы и ах, время нашего эфира подошло к концу. Задала все вопросы, все, которые дошли до нас. Я надеюсь, что мы встретимся с вами еще и еще. Вы можете продолжать задавать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте, телекомпания СТВ. Вы можете найти нас довольно легко. Ваши пожелания сибайцам в преддверии Нового года? Ну, мои пожелания, конечно, в первую очередь к работодателям я обращусь. Ежемесячно просим вас отчитываться у нас до 5 числа за отчетным периодом. Это подавать нам вакансии о наличии или об отсутствии вакантных рабочих мест. Все-таки мы направляем безработных граждан и трудоустраиваем ваши организации. Ну, а так всех сибайцев поздравляю с наступающим Новым годом и желаю дальнейшим успехов. Ну, а я напоминаю, что это была программа «Крупным планом». Сегодня гость нашей студии был главный специалист Центра занятости населения Рита Римовна Нургалина. Друзья, мы встретимся с вами на следующей неделе. Задавайте свои вопросы. И очень бы хотела знать, с кем бы вы, уважаемые телезрители, хотели бы увидеться и кого предметно расспросить. С вами была Алина Полянская. Всего доброго, берегите себя.